Саламатсыңарбы балдар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. 65-ші сабак. 65-й урок. Кайталоо, повторение. Биринчи көнүгү. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Дополните предложение. Керектүү сөздөр. Нужные слова, которые вы должны дополнить. Здесь все слова вам известны. Шөкүлө, илечек, топ, мяч, кунан чабыш, бег на дистанцию, жакшы, хорошо, комуз, знаете, кыргыз, беш бармак. Второе упражнение. Значит, первое упражнение выполняйте письменно, как классную работу, класс ищи. Экинчи, ашык сөздү тапкыла. Здесь тоже письменно. Значит, находите лишнее слово. Вот первое, кунан чабыш. Жашынмак, прятки, оку, учеба, качма топ, игра в мяч, и кыз кумай, это игра догони девушку. Какое здесь слово лишнее, вот это и записывайте. Тура котормосун тапкыла. Үчүнчү көнүгү. Значит, вы должны найти правильный перевод. Бул абдан кызыктуу оюн. А. Это слишком хорошая игра. Б. Это очень интересная игра. В. Это не очень интересная игра. Какой вариант правильный, тот и пишите. У бабушки есть платок. Переводим. А. Чоң энемдин элечеги бар. Б. Чоң энемдин жоолугу бар. В. Чоң энемдин топусу бар. Правильный какой вариант, тот и пишите. Төртүнчү көнүгү. Бул тамактарга кайсы азыктар керек? Аларды атагыла. Назовите те продукты, которые используют при приготовлении пало. Пало – это плов. Что мы используем? Картошку используем? Нет. Пияз – ова. Капуста – жок. Сарымсак, чеснок – ова. Эт – обязательно. Сабис – сөзсүз. Кесме – жок. Күрүч – ова. Май – ова. Суу куябыз. Банан, бадыраң, ашкабак, помидор. А вот помидор можно еще положить. Вот. Алма. Түшүндүңөрбү, балдар? Так. Какие продукты используете при приготовлении бешбармак? Это уже прекрасно знаете. Так, ну вот каймак, сметану мы не используем. Айран, кефир тоже, джусай тоже не используем. Значит, выбираете, пишите, что мы используем. Для манты чего используем, да? Жумуртка нужно для манты? Нет. Кымыз нужен? Нет. Алча, вишня нужна? Нет. Так, следующее. Вот это төртүнчү көнүгү тесттик тапшырмалар. Это үй тапшырма, домашнее задание. Значит, вы переписываете суроолуу сүйлөмдөрдү көрсөткүлө. Первый тест. Значит, найдите вопросительные предложения. А мы знаем, что в вопросительном предложении на конце ставится вопросительный знак. Значит, вот то и отмечаем. Экинчи тест. Сүйлөмдү толуктагыла. Дополните предложение. Бишкек шаары абдан. Абдан кандай? Вот здесь вы выбираете тунук, көрктүү, пайдалуу, бийик. Какой этот правильный вариант? И үчүнчү тест. Третий тест. Кайсы сөздөрдө жоон үндүүлөр бар? В каких словах есть твердые гласные? А. Мекенибиз. Б. Кыргызстан. В. Музейлер. Тигучи. Здесь уже понятно, какой вариант будет правильный. И еще такое задание. Значит, вот мы прошли тему Токтогул Сатылганов. Да, классная работа. Написали, перевели. Улуттук оюндар тоже написали. Улуттук баш кийимдер тоже написали. Улуттук тамагаштар. Все мы тексты написали, перевели. Теперь надо два текста из этих текстов пересказать на видео. Пришлите, пожалуйста, в WhatsApp. Саламатта калгыла. До свидания. Желаю успехов в изучении кыргызского языка.